В 1987 году наша семья решила переехать в Крым. Для крымских татар именно были такие мытарства, чтобы поступить на работу, надо было прописаться, а чтобы прописаться, надо было поступить на работу. И вот такой был замкнутый круг. Будучи я с высшим образованием по специальности агроном, я в 1974 году закончил Ташкентский сельскохозяйственный институт. В Узбекистане работал агрономом. Но приехав сюда, я не мог даже найти себе работу, и в оконцовке меня приняли просто рабочим, охранником в саду. Хотя у меня была медаль за трудовое отличие в Узбекистане, очень много почетных грамот. Но, к сожалению, было так. В то время это была Украина, нас здесь, к сожалению, никто не ждал. Но со временем, конечно, крымские татары, и не только моя семья, крымские татары могут жить в мире, в дружбе, могут работать. И они показали себя достойно в работе. Какие бы трудности не пережили крымские татары, они встали на ноги в основном. Я думаю, мы для этого в Крым и приехали, чтобы жить, трудиться. И мы должны показать всем другим народам, что это наша Родина, наша земля, и мы должны быть примером для всех других. В жизни бывают разные моменты. Бывает хорошее, бывает плохое, бывают трудности. Но ведь наш народ перенес трудности, когда переезжали. Тогда было еще во много раз хуже. Сейчас у нас, пожалуйста, как бы ни хотели западные страны, у нас магазины ломаются, полки от продуктов, все у нас есть. И я думаю, президент не допустит, чтобы на территории Крыма происходили какие-то военные действия. А крымские татары должны благодарны быть тому, что именно президент России принял указ о реабилитации крымско-татарского народа. Я думаю, это очень много значит. Я привожу всегда такой пример. Если поставить 100 килограмм золота и на другой стороне на весы поставить указ, я думаю, этот указ перевесит. Почему? Столько лет прожив в Украине, к сожалению, Украина не приняла этот закон о реабилитации. И то, что происходили самовозвраты земель, это тоже повинна Украина, когда можно было выделять эти земли, пустынные земли. Вот в данной ситуации мы видим, как немного, но есть люди, которые, испугавшись ли, я, скорее всего, думаю, вот эти причины, которые сейчас происходят, покидают свою родину и уезжают в разные страны, в зарубежье, забирают свои семьи. Я думаю, это неправильно. Наши отцы, матеря, деды, наш народ не для этого возвращался, чтобы куда-то уехать.